Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть по делу о проверке конституционности нормативного положения абзаца 7 пункта 4 положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок должностному окладу за выслугу лет, утвержденного указом президента от 2 февраля 2022 года номер 25, выраженного словами «начиная с 7 июня 2016 года в связи с обращением Ахынбекова Алмаза Эмильбековича, Мацакова Самата Аскаровича, 27 марта 2023 года, город Бишкек». Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Скунбаева, судьи Айдарбековой, Бубукеевой, Душеева, Дролдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Мамыталыкызы Камилы, с участием обращающей стороны Мацакова, стороны ответчика Молдобаева, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, третьих лиц Кулназарова Руслана, представителя Министерства юстиции по доверенности, Исмаилова Сатара, представителя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов по доверенности, Усеналиевой Бахтыгуль, представителя Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской Республики по доверенности, Халилова Шухрата Дильмуратовича, представителя Социального фонда по доверенности, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности нормативного положения абзаца 7 пункта 4 положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок к должностному окладу за выслугу лет, утвержденного указом президента Кыргызской Республики от 2 февраля 2022 года номер 25, выраженного словами «начиная с 7 июня 2016 года». Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились ходатайства Ахынбекова-Мацакова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемое нормативное положение. Заслушав информацию судьи докладчика Бубукеевой, проводившей подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы, выслушав мнение сторон и третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2 части 4 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать нормативное положение абзаца 7 пункта 4 положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок должностному окладу за выслугу лет, утвержденного указом президента Кыргызской Республики от 2 февраля 2022 года номер 25, выраженные словами «начиная с 7 июня 2016 года», не противоречащим части 1 статьи 24, статье 55, части 2 статьи 56 Конституции. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц. Подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. В качестве небольшого пояснения основных аргументов, которые послужили к принятию данной мотивировочной части, мотивационно-стимулирующие меры, принимаемые государством в отношении государственных и муниципальных служащих, не относятся к гарантиям конституционным и другим социальным обязательствам государства. Государство вправе самостоятельно решать объем, время назначения и действия этих мер в зависимости от своих возможностей и характера задач, преследуемых самим государством. В этой связи оспариваемая норма не может рассматриваться как дискриминирующая и умаляющая конституционные права и свободы граждан. Суть решения понятна? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.